В этом году исполняется 65 лет Байгужинову Кенжебеку Акановичу, поэту, публицисту, литературному критику, переводчику, президенту литературного дома Арба-Ат. Кенжебек Аканович родился 8 апреля в 1956 году в Кемерово в семье забойщика на шахте Ягуновская. В 1961 году семья Байгужиновых переезжает в Казахстан, в Семипалатинскую область, Бородулихинский район. Байгужинов закончил училище связи, филологический факультет Семипалатинского педагогического института имени Крупской. Его трудовая биография включает комсомольскую, профсоюзную деятельность, работу преподавателя и журналиста. Занимал должность консультанта общественно-политического отдела аппарата акима Семипалатинской области, директора литературно-мемориального музея Федора Михайловича Достоевского. Байгужинов – лауреат международного поэтического конкурса в Новосибирском академгородке в 1980 году, участник совещания молодых поэтов Казахстана в Талдыкургане в 1981 году, поэтического фестиваля «Жигер» в городе Алма-Ате в 1988 году. В последние годы работал директором Семипалатинского областного историко-краеведческого музея. Первый сборник стихов и критических этюдов Байгужинова «Покорение вершин» посвящено 150-летию Абая Кунанбаева. Автор поэтических сборников «Красные ренегаты», «Нежность», «Молитва любви» и множество статей, редактор поэтических книг коллег по цеху Зубова, Махнакова и других, редактор-составитель сборника литературных статей «Трибунал мысли». Материалы сборника посвящены творчеству Олжаса Сулейменова в период с 1959 по 2002 годы, включая статьи о Сулейменове и статьи самого Олжаса Сулейменова. Верен однажды избранным темам «Свобода», «Гражданское мужество» и «Честь». Байгужинов – автор проекта и президент литературного дома Арба-Ат. Он не только талантливый поэт, прозаик, публицист, но и профессиональный переводчик произведений Зияда Шакаримова. Заслуживает особого внимания перевод народной песни «Шалкма» «Воодушевление». Исполнение этой песни солистами регионального командования «Восток» было отмечено на 10-м юбилейном международном конкурсе «Виват Победа» в Москве. За плодотворную творческую работу, поэтическое мастерство, вклад в развитие культуры неоднократно поощрялся почетными грамотами, благодарственными письмами акима города, областного городского управления культуры, дипломами общественных организаций. Сегодня Кенжебек Аканович любезно согласился ответить на наши вопросы. Кенжебек Аканович, в литературных кругах и в культурной общественности вы известный в Казахстане и не только в Казахстане, известный поэт. Но есть люди, которые о вас еще мало знают, можно так сказать. Расскажите немножко о себе. Я родился в 1956 году в России, в городе Кемерово. Мои родители в 30-х годах, тяжелые времена, когда были, они уехали на строительство шахт, и отец там остался, работал забойщиком. И уже где-то после моего рождения, где-то в 57-58 годах он попал в аварию, на шахте случилась авария, в завал, и его комиссовали. Отец затасковал без работы и решил вернуться на малую родину, в Казахстан. Он сам здесь жил, родился в Семипалатинске. И
Мы в 61 году переехали. Мы сначала переехали в город, но потом по семейным обстоятельствам, там у нас был еще мой старший брат, жил в селе Новопокровка, и мы переехали туда. И мое детство от 61 по 69 год прошло в селе Новопокровка. Я считаю, что были самые лучшие годы моей жизни. А с какого возраста вы стали писать стихи? Ну, стихи так неосознанно, но начал писать в 5 классе. Они были такие патриотические стихи. Вот. На военные темы писал. Но из ранних стихотворений что-нибудь помните? Ну, вот такое одно стихотворение мне запомнилось. «Родина моя, Казахстан, ты красива, как жемчуг, и светла, как луна. Я тебя не забуду никогда, Родина, мать моя». Замечательно. В прошлом году мы все отмечали 175-летие великого Абая. В вашем творчестве тоже есть произведение, посвященное великому поэту. «Покорение вершин». Так называется ваше стихотворение, посвященное 150-летию Абая. Но с тех пор прошло уже много времени. Как-то по-новому Абай еще вам открылся как-то для вас лично? «Покорение вершин» — это был мой первый сборник стихотворений. И действительно он посвящен как раз планировались мероприятия по 150-летию празднования великого Абая. И, значит, я посвятил этот сборник. Мне помогли в этом друзья мои, вот, друзья-художники. Они сделали очень хороший дизайн книги. Это Александр Махно, наш семипалатинский художник. Вот. Предприниматель Рафаил Хазипов, который сказал: давай, Кенжебек, вот, к 150-летию Абая я попробую тебе помочь изданию книги. Мы ее издали в Новосибирске, она вышла большим тиражом, 5000 экземпляров. Это, Семипалатинский, это, наверное, среди поэтов это было впервые, потому что были очень тяжелые времена для всех. Я даже сам не ожидал от того, что смогу издать такую книгу. Вот она вышла, и мы провели презентацию, тогда помню, в музее Достоевского. Собрались поэты, все творческие люди, музыканты, художники. Это было настоящим событием, вот, по тем временам. Вот. Ранее я писал статьи, посвященные Абаю Кунанбаеву. Значит, в 90-м году назывался она «Поэты и лицемеры». Это о подготовке, значит, о творчестве Абая. Вот. Так. Вы один из тех, кому близко творчество Олжаса Сулейменова. «Трибунал мысли» — это сборник ваших публицистических статей, сборник ваших стихов, наверное, там тоже есть, да? Я не видела этот сборник. И чем вам это близок вообще, Олжас Сулейменов? Олжасом Сулейменовым, с творчеством Олжаса Сулейменова я познакомился в 7 классе. Был такой маленький сборник, просто называется «Стихи». В таком оранжевом переплете. Вот. Стихи сильно оказали такое сильное влияние на мое сознание. Вот. Ну а потом в последующем, когда я уже ближе познакомился с творчеством Сулейменова, он вообще повлиял на все мировоззрение, не только меня, вообще всей интеллигенции, миллионов казахстанцев. Вот. Им восхищались, его читали. Он был самым популярным поэтом 60-х, 70-х годов. Вот этот сборник статей, посвященных Олжасу Сулейменову,
назывался «Солнечное утро» поэта Олжаса Сулейменова. А первое было, да, «Трибунал мысли». Вот «Солнечное утро» поэта Олжаса Сулейменова – это доработанная новая книга. Это статьи об Олжасе Сулейменове, которые писали в разные годы литературные критики. И в том числе было несколько статей и моих, и наших земляков. Владимира Базанова, Ильяса Искакова, Медеуса Арсикеева, известных наших писателей местных. Они тоже выразили свои чувства, отношения к такой великой фигуре, великому поэту Олжасу Сулейменову. Вы автор проекта литературного дома «Арбаат». Вот, что входит вот в этот проект? Что вы ищете талантливых литераторов молодых или что-то, чем-то вы конкретным там? Да, вот в 2009 году мы, группа семипалатинских поэтов, значит, решили создать вот такой литературный дом «Арбаат». Значит, в переводе «Арбаат» – это тележная дорога. Вот, мы искали значение этого слова, и она оказалась очень таким древним словом, очень емким, хорошим, добрым словом. В Москве так называется самая центральная улица Арбат. Да? И мы думали, что будем работать в плане того, чтобы выискивать новое поколение наших поэтов, чтобы традиции, которые сложились у нас в Семипалатинском Прииртышье, они не угасали. Молодые люди, они часто не знают, где печататься, как, вообще показать свои стихи. Допустим, я в юные годы первые свои стихи показал литературному консультанту, тогда у нас была Надежда Михайлова Чернова. И вот их опыт очень полезен, их слово полезно, советы. Далее я встречался уже с Николаем Евдокимовичем Алексеевым, нашим известным поэтом, Михаил Данилович Балыкин, он тогда работал в Караганде, и когда я ему показал стихи, он воодушевил меня, он сказал, что я открыл в Семипалатинске нового Олжаса Сулейменова. Я сейчас вот прилечу в Караганду, и обязательно позвоню об этом, скажу самому Олжасу. Меня это вдохновило, и я в том же году я уехал на конкурс стихотворения в Новосибирском академгородке, международный конкурс. Участвовали поэты 50 стран. И я стал лауреатом, одним из лауреатов, 7 лауреатов было. Вот, Москва, Одесса, из зарубежных стран представители поэтов. И тогда жюри был профессор Одиноков, он отметил мое творчество там как школу, Семипалатинскую школу, так он сделал такое заявление. Вот. После этого я участвовал в совещании поэтов Казахстана в 1981 году. Она проходила в городе Талдыкургане. Ну, а далее вот, в Семипалатинске мы проводили. Вот. Сейчас мы не стали говорить, что у нас существует литературный дом. Сейчас значит, литературный клуб. Есть у нас поэты, которым мы работаем в этом плане. Вот. Пишем стихи, публикуем, пытаемся давать рецензию молодым начинающим творческим стихотворцам, чтобы они как бы не закрывались там в своем кругу, а искали пути. Вы не только
талантливый поэт, прозаик, ну, публицист, но еще и вы переводчик. Вот расскажите об этом подробнее. Да, но к переводу я не профессиональный переводчик, но меня просто привлекли стихи именно древних поэтов, казахских поэтов, вот Батыров, да, Батыров, ораторов вот, 18-19 века. Мне стихи показались, знаете, их не дидактики нету, нет дидактики. У них есть, как бы они пишут о действительности, то, что произошло, события, сам факт они передают. И вот это меня сильно тронуло, задело. И я перевел стихотворение Махамбета Утемисова, неизвестные два стихотворения Зията Шакаримова. Это сын Шакарима Кудайбердиева. Он в свое время ушел в Китай, там работал в редакции газеты. И у него остались вот такое наследие, которое буквально было переписано по памяти от руки, значит, его сыном Мереке Зиятовым. Вот. Он жил в Алма-Ате, ныне покойный. И вот он мне передал эти стихи для того, чтобы я их передал в архив музея историко-краеведческого, а вот эти стихи я сделал перевод. И их напечатали в журнале «Шакарим». И сейчас пытаюсь найти стихи, которые бы я захотел перевести сам. Вот. Занимаюсь этим. Вы много стихов написали и посвятили времени становления нашего государства. В этом году мы отмечаем 30-летие независимости нашей страны. На ваш взгляд, в чем наша страна в данное время преуспела, вот, а в чем нам еще предстоит постигать и идти вперед? Каких результатов мы пришли? Я считаю себя, вот моя тема, моя поэзия, это тема современности. Вот. Я пишу о тех событиях, которые происходят вокруг меня, которые я вижу, слышу. И поэтому никак невозможно от этого уйти или остаться в стороне. Там. Поэтому я пишу и читаю эти стихи, читаю стихи в разных аудиториях. Мы читали стихи и в студенческих аудиториях, в библиотеках, музеях, в Акимате читал, в РОВД, УВД, в колониях. И я должен сказать, что стихи очень хорошо воспринимаются людьми, потому что, видимо, вот те мысли, которые они хотели бы как-то высказать, они находят именно в этих стихотворениях, они близки им по душе. Поэтому я так восприятие, даже читали мы в детском саду. Было такое мероприятие, как меня пригласили в детский сад, я даже сам не ожидал. И там вот маленькие ясельного возраста дети, они очень хорошо воспринимают стихи о свободе, понимаете? И это меня сильно поразило. Вот. И они даже маленькие детишки, которые вот умеют что-то разговаривать, они читали даже отрывки каких-то стихотворений. Вот. Поэтому 30 лет нашей независимости в этом году будем. Вот. Страна достигла больших высот, многих высот. Было создано
государства, у нас есть границы нашего государства. Самое главное достижение – это стабильность. Есть стабильность. Ну, мы хотели бы, конечно, и поэтому есть идеи, есть программы нашего правительства войти там в тридцатку, да, современных развитых государств. Наверное, мы медленно, но уверенно идем по этому пути. Я прочитаю одно стихотворение, которое называется «Родина». Бедная, бедная Палестина, ветоши жалкой прячешь лицо. Что же ты робко стоишь у порога, накинув на плечи свое пальтецо? Где же твои златокудрые косы, песни веселые где? Где ж твои принцы раскосые, пылкие юноши где? Что ж они прячут стыдливо руки свои и глаза, и, озираясь пугливо, шепчут молитвы слова? Родину в красной обнове просто так было любить, как же сейчас ее милую нище теперь полюбить? В этом году, ну вот совсем скоро, вы отмечаете свое 65-летие. Вот у вас большой такой путь как бы жизненный. Вы работали и редактором, и директором Краеведческого музея, музея Достоевского. В общем, вы полностью как бы посвятили литературе, литературному делу, так скажем. Вы довольны своей творческой судьбой? Ну, творчество, видите, литература – это как зов души, да. Никто никому не говорит, чтобы вот я только занимался литературным делом, писал стихи там. Очень сложно вот в условиях, да, вот, когда жизнь вокруг, да, там вот, ну, тяжелая, там, или какие-то процессы идут, да, и вот просто оставить, как говорится, перо, замолчать и заняться другим, более спокойным делом, в уюте там каком-то. Вот. Но поэты, люди очень действительно чувствительные, очень ранимые. Все, что происходит вокруг, они переживают, пропускают через сердце свое, да. Вот. И много хороших поэтов знал, были, которые рядом, которые есть, вот они живут в нашем городе, пишут стихи. Вот. Иногда их не слышат, но есть такие люди, вот, коллективы, такие как ваш клуб, да, который приглашает вот поэтов, которых заставляет еще раз с волнением отнестись к таким мероприятиям, просто поделиться, послушать. Я также желаю вашему коллективу творческих успехов, побольше, чтобы у вас было новых дарований, музыкантов, танцоров, поэтов. Я, конечно, за свои, наверное, вот 40 лет творчества издал 7
книг, стихотворений. Последний сборник стихов вот вышел в 2015 году, и он так и называется «Стихи на Арбате». Это стихотворения разных лет. Там опубликованы, значит, стихи, рассказы, статьи, интервью. И я думаю, что труд никогда не пропадает, как говорится, даром. Они нужны людям. Вот. Недавно, вот, буквально где-то год назад прошли у меня творческие встречи вот, в селе Покровка, на моей родине, в библиотеке Абая, в поселке Шульбинск, где я работал и вышел оттуда на пенсию. Поэтому я очень доволен судьбой, своей литературной судьбой, потому что у меня много друзей среди творческих людей, мы делимся, вспоминаем годы, когда мы были молодыми, когда мы ездили по стране, читали свои стихи. Сегодня надо помогать продвигать молодые таланты. Они есть, просто надо их вовремя найти, подсказать. Поэтов научить невозможно писать. Им только можно указать путь. Они сами уже тогда дойдут до своих вершин. Вот в этом, я думаю, заключается судьба творческого человека, чтобы никогда перо всегда находилось в руках поэта, чтобы он продолжал творить. На какие творческие планы у вас? Творческие планы — это я бы хотел, чтобы смогли мы организовать фестиваль поэзии, собрать поэтов, если даже не республики, а региона нашего, и провести такой хороший, добрый фестиваль, послушать новые стихи, абсолютно новые имена, чтобы зашли. Вот такая есть мечта. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Кенжебек Аканович, поздравляем вас с днем рождения, с 65-летием. Желаю вам здоровья, больших творческих успехов. Всего самого вам хорошего. Спасибо. Приветствую тебя, моя обитель, тревожной юности моей, ушедших лет истории хранитель, духовных помыслов родитель, любезный сердцу, свято чтимый, степной вольницей любимый, столица милой Палестины, мой отчий край и отчий кров. Я твой поэт. Поверь, семей печальной участи твоей придет конец, и твой достойный сын и муж, воитель славный он к тому ж, да будет лавровый венец, что не спошлет ему Творец.